Короткие новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. В Туркменистане в государственных магазинах вдруг резко выросли цены на хлеб и муку. Буханка, которая еще на прошлой неделе стоила 50 тенге, сейчас идет по 2 маната. А мешок муки, который недавно стоил 50 манатов, теперь продается по 190-210 манатов в зависимости от сорта. О резком повышении стоимости также сообщила и радио Азатлык. Цены выросли по всей стране. Так, в Дашогузском вилаяте мука первого сорта поднялась до 190 манатов, чуть меньше $10 за 50-килограммовый мешок, а высшего сорта до 210 манатов. В поселке Гарабагаз Балканского вилаята буханка хлеба, стоившая 50 тенге, сейчас стоит 2 маната. Источники отмечают, что продавцы припрятали куриные окорочка. Они опасаются, что их цена тоже увеличится, а они продадут их по старой стоимости. Население тем временем скупает подсолнечное масло по тем же соображениям. Цены были повышены после проведенного 10 февраля расширенного заседания Кабинета министров по итогам 2023 года, хотя о повышении государственных цен на хлеб и муку на заседании не говорилось. Может быть, увеличить цены – это правильное решение, отмечает наблюдатель Turkmen News. В последнее время некоторые люди скупали хлеб мешками для скота. С другой стороны, есть бедные семьи, которые действительно питаются почти одним этим хлебом. Для них подорожание – серьезный удар по бюджету. Стоит отметить, что жители города Хазар, Балканского вилаята, сообщали о подорожании государственного хлеба до 2 манатов еще в январе текущего года. Причем в этом городе хлеб можно приобрести только в пекарне, а не в магазинах. В Туркменистане параллельно существуют государственные и частные магазины с совершенно разными ценами. В частных магазинах есть все, но стоимость товаров там не подходит для многих семей. В госмагазинах цены ниже в несколько раз, но наблюдается дефицит, а также ограничение числа продаваемых продуктов в одни руки и навязывание ненужных товаров в нагрузку. Качество же продуктов в госмагазинах нередко оставляет желать лучшего. С бюджетников в Туркменбаши собирают деньги на закупку семенного картофеля. Это новая повинность. Ранее бюджетников привлекали лишь к уборке хлопка и сахарной свеклы. По информации источников Turkmen News, деньги собирают во всех бюджетных организациях города, в школах-больницах, в учреждениях спорта и культуры. Каждого сотрудника обязывают сдать 49 манатов 50 тенге. На самом деле все сдают по 50 манатов и сдачи не получают. Утверждается, что на эти деньги закупается по 14 килограммов семенного картофеля. Никто не контролирует то, как средства расходуются на самом деле. Это неофициальная повинность, тут нет никаких отчетов и чеков. В Туркменистане с советских времен практикуется вывоз бюджетников на сбор хлопка. Эта практика сохранилась и в годы независимости, хотя в современном мире это считается принудительным трудом. В последнее время эту повинность стали подменять сбором денег. Вместо самостоятельной поездки бюджетник сдает сумму, которая тратится на оплату труда сборщика-наемника. Аналогичная практика стала иногда применяться и при сборе свеклы. Кроме того, бюджетников иногда заставляют выращивать коконы шелкопряда или контролировать уборку пшеницы. Ну а теперь к этому прибавился еще и картофель. Туркменистан в последние годы из-за острой нехватки твердой валюты озаботился импортозамещением. Чтобы сохранить валютные резервы и не закупать овощи за границей, власти организуют выращивание помидоров и огурцов в теплицах, а также посадку свеклы и картофеля. Но, как можно видеть, на это распространяются худшие практики, выработанные при культивировании хлопка. У вас имеется интересная информация, и вы готовы ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.